Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Альхамдулиллах, вся хвала и благодарение Всевышнему Аллаху. Все мы, альхамдулиллах, уверовали в Аллаха. Аллах смилостивился над нами и вселил в наши сердца иман, альхамдулиллах, и дал нам возможность поклоняться Ему, дал нам возможность, несмотря на наши недостатки, несмотря на наши грехи, прегрешения, Аллах Тааля дает нам 5 раз в день вставать перед Ним, выстаивать наши намазы. Альхамдулиллах, это действительно великое счастье, великая радость для каждого человека, когда Всевышний дает кому-то такую возможность. И мусульмане, выстаивая намаз, они должны понимать, что несмотря на то, что хранение пятикратной молитвы, несмотря на то, что выстаивание каждый день, ежедневно, несмотря на наши мирские заботы, несмотря на хлопоты, несмотря на то, что иногда бывают какие-то жизненные проблемы, несмотря на то, что иногда мы с вами болеем, и очень много причин, может быть, причины, которые встают между нами и между вот этим великим поклонением, да, альхамдулиллах, мы выстаиваем намаз, и несмотря на вот все эти трудности, мы должны понимать, что намаз, молитва — это прежде всего не ноша, да, которую, да, вот мы уж обязаны хранить, да, это милость Аллаха, это дар Всевышнего, это дар. Вот представьте себе, кому-то там глава какого-то района или какой-то республики, страны, очень серьезный генеральный директор очень серьезного предприятия говорит: вот я даю тебе возможность 1 раз в день быть у меня на приеме, я буду выслушивать твои проблемы, я буду помогать тебе, да, обещаю. Вот многие этому обрадуются, да? А вот глава небес и земли, Создатель небес и земли, каждому своему рабу, каждому дает такую возможность. И мы про это уже неоднократно говорили, что не надо записываться заранее, не надо проходить через систему безопасности. То есть все, альхамдулиллах, Аллах Тааля всегда открыт для нас, и на любом языке мы можем обратиться к Нему и спрашивать. И несмотря на то, что Аллах видит все наши грехи, все наши недостатки, Аллах дает нам возможность вставать перед Ним, альхамдулиллах, совершать намаз. И поэтому надо благодарить Аллаха. Надо благодарить Аллаха не только за материальные блага, не только за то, что можно пощупать, потрогать, да, потому что может сравниться, какое материальное благо из этой дунья может сравниться с этим великим даром Всевышнего? Это возможность встать перед Ним и, альхамдулиллах, без каких-либо посредников, общаться с Ним, разговаривать с Ним, обращаться к Нему, падать ниц перед Ним. И вот это время суджуда, когда мы находимся в наиближайшем положении к Аллаху, альхамдулиллах. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Акрабу ма якуну л-абду ли раббихи фахуа саджид». Самое наиближайшее положение раба к своему Создателю — это положение суджуд. «Фаакфиру фиха дуа». Поэтому больше просите у Аллаха во время суджуда. Альхамдулиллах, помимо тех слов поминания Аллаха, которую мы, быть может, выучили кто-то 5 лет назад, кто-то 10, кто-то 20 лет назад, да, «Субхану раббил а'ля», это великие слова, но, к сожалению, помимо этих слов, многие из нас, да, может быть 80% уммы, а может быть и больше, если я не ошибаюсь, пусть Аллах простит меня, но, к сожалению, очень многие братья и сестры, они не хотят узнать, а какие же слова говорил посланник Аллаха во время суджуда. А ведь он не ограничивался только
традиционными вот этими словами «Субхана Раббил А'ля». Было очень много слов поминания Аллаха. И вот одно из поминаний Аллаха мы с вами записывали на той неделе, да, и я надеюсь, что очень много братьев, которые еще не знали эти слова, они, иншаллах, в течение недели, надеюсь, что они выучили эти слова и уже начали претворять в жизнь. Это же милость Аллаха, машаллах. Быть на приеме у Аллаха. И когда меня один спросил, я вот не могу понять, что такое мечеть. Я говорю, мечеть, а он сам руководитель. Я говорю, это приемная главы небес и земли. Аллах дал нам возможность своими руками построить мечети, дома Аллаха и ходить туда, в мечеть, поклоняться. Альхамдулилля. Аллах торгуется с нами, так ведь? Торгуется. Если ту же молитву ты прочитаешь дома, или ту же молитву ты прочитаешь у него дома, а не у себя, да? Аллах купит у тебя эту молитву в 25, а в другом хадисе в 27 раз дороже. Альхамдулилля. Аллах торгуется с нами. И вот то, что мы с вами изучаем, асбабуль магфира, да, причины прощения грехов, альхамдулилля, вот каждая причина указывает на милость Аллаха. Указывает на милость Аллаха. Вот Аллах Тааля так пожелал, что Он, вот когда мы идем, вот у нас есть жизненный путь, да, кто чем занимается в жизни, да, у него семья, работа какая-то, ремесло, хотя сегодня многие работать не хотят, да, у него коммерция, бизнес, вот неважно, да, он идет по жизненному пути. Аллах Тааля, Он милостивый. И Аллах Тааля не ждет от нас, чтобы мы вот уходили из этого пути, нам нужно куда-то постучаться, куда-то подняться, спуститься из этого пути, чтобы найти эти причины прощения. Аллах Тааля сам выставляет эти причины, и никуда не надо уходить. Ты проснулся, альхамдулилля, есть специальные зикры. Да? Ты говоришь эти зикры, и это причина прощения твоих грехов. Альхамдулилля, ты заходишь в туалет, справляешь нужду, выходишь, говоришь «Уфранака», «Уфранака». То есть все на пути там, никуда не надо идти, не надо тратить время. Ты вышел, как обычно, идешь руки мыть и по пути говоришь. Не надо останавливаться, не надо так, где у нас кибла? А зачем тебе кибла? А я хочу слово «Гуфранака» сказать. Не надо, не надо. Даже если во время дуа есть общий адаб, общий этикет дуа, то есть обращаться в сторону кибла, мы знаем, что было время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что он взывал к Аллаху, поднимая руки, он не поворачивался в сторону кибла. Как, например, во время хутбы. Когда он и спрашивал у Аллаха дождя, когда один из арабов встал, бедуинов, и сказал: все, вымерло, засуха, все погибает, мы останемся без ничего. И тогда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, ученые сказали, когда он взывал к Аллаху, он не стал поворачивать в сторону кибла. Поэтому, альхамдулилля, ты идешь как обычно, ты идешь по жизненному пути, помыть руки. Да? Это у тебя каждый день. Но ты говоришь «Гуфранака», и у тебя прощаются грехи. Альхамдулилля, у тебя есть возможность вместо того, чтобы просто руки помыть, у тебя есть прекрасная возможность тахарат взять. «Ла юхафиду аля аль-вуду илля му'мин». Посланник Аллаха сказал, хранить тахарат, то есть все время быть с тахаратом может только настоящий верующий. Это хадис. Это хадис. И вы помните, наверное, еще другой хадис, когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спросил у Билала: «О, Билал, чем ты меня обогнал?» Билал удивился, как можно обогнать посланника Аллаха. И он сказал: у меня ничего такого нет, кроме как каждый раз, когда я справляю нужду, я беру тахарат. Все, то есть он не ходил без тахарата. И каждый раз, когда он говорил азан, а он был муазином, он совершал 2 ракаата. И посланник Аллаха сказал: так вот этим ты меня обогнал. Я видел во сне тебя, я слышал твои шаги в раю передо мной. То есть в чем-то ты меня, получается, обогнал, да? Причина одна, он всегда был с тахаратом. То есть ты идешь, как обычно, руки мыть. Я надеюсь, все тут руки моют, наверное, да? И лицо моют, наверное, утром. Зубы чистят.
бисмилля, ты тахарат возьми, а не мой лицо. Ты сразу тахарат возьми. И все, ты будешь тахаратом. Даже если намаз не надо читать, еще там до зухра далеко, да, ты все равно возьми тахарат. И то, что мы исбагуль вуду, мы с вами говорили про это, да? Когда человек наилучшим образом берет тахарат, это причина прощения грехов. Он моет лицо, выходит, падают грехи, смываются грехи, которые он совершал лицом, глазами, уши протирает, то, что он слушал, так ведь? Руки моет. Альхамдулилля, смываются грехи, которые он совершал руками, ноги моет, смываются грехи. То есть это все это причины прощения грехов. Потом, если он говорит ашхаду алла иляха илlallah, это тоже причина. Есть зикры, про это мы с вами также говорили, альхамдулилля. Он выходит то есть на улицу. То есть Аллах Тааля, он здоровается, получает аджр. Мусульмане здороваются за руку. То есть если мужчина с мужчиной, так ведь? Не с чужой женщиной, а мужчины. Да? Альхамдулилля, у них падают, про это, по-моему, иншаллах, будет еще эта причина. То есть, казалось бы, жизнь она идет. И не надо останавливаться, но все вот так выходит, прямо выходит. Вот даже если пример привести, да, например, сравнить, да, вот человек хочет построить магазин. Прежде чем вытащить с кармана свои деньги, прежде чем сделать вот эти расходы, инвестиции, он будет 100 раз думать. Он будет думать, где строить этот магазин, а сколько людей здесь живет, в этом квартале, например, на этой улице, да? А сколько помимо моего магазина, еще сколько здесь магазинов. Если еще 3 магазина, наверняка это причина того, что у тебя магазин не пойдет. Или даже если пойдет, тогда у него умрет. Так ведь? Вот поэтому человек, чтобы у него бизнес пошел, он все продумывает. И очень важный момент, когда твой магазин, он прямо на дороге. Так ведь? Чтобы не надо заворачивать, не надо куда-то ехать. Вот люди лентяи, они не хотят куда-то идти, а вот они сюда заходят. И вот человек думает, чтобы у него выручка была, чтобы у него прибыль была, бизнес шел. Так ведь? И вот почему он все это делает? Потому что он хочет. Чтобы его рубль, он принес ему, вернулся ему в 10-кратном, 100-кратном или еще большем размере. Поэтому то, что Аллах создает на нашем жизненном пути вот эти причины, это на что указывает? Это указывает на то, что Аллах хочет прощать наши грехи. Он не хочет погубить нас. Он не хочет погубить нас в этих грехах, погрузить в эти грехи. Он хочет простить нам наши грехи. Он поэтому создает. И не только хочет, он любит прощать наши грехи. Он любит, поэтому он и создает эти причины. Чихнул, альхамдулилля, восхвалил Аллаха. Так ведь? Брат услышал, он говорит, как? Ярхамук Аллах. Да смилостивится Аллах над тобой. Машаллах. Вот обычные, люди чихают же, да? И вот из этого незначительного дела превращается сколько дуа, восхваление, машалла. Это же простые причины, которые, если мы будем идти по сунне, альхамдулилля. Аллах Тааля поэтому хочет, любит прощать. И он вот так создает эти причины. Хадис читали мы с вами. Айша, радиаллаху анха, в ночь предопределения спросила, если Аллах даст мне возможность встретить эту ночь, найти эту ночь, что я должна говорить? Он сказал, кули, говори, Аллахумма иннака гафун, тухиббуль гафва фа'фу анни. Воистину, о Аллах, ты прощающий, ты любишь прощать. Так ведь? Поэтому Аллах любит прощать. Альхамдулилля. И Он поэтому создает для нас очень много причин, чтобы мы очищались от наших грехов. Аль-хуруч мин аль-байти мутаваддиан ли салати джамаатин ау ли салати духа. Идем дальше. Следующая причина, когда человек выходит из своего дома с тахаратом, для чего? Ли салати джамаатин, то есть для совершения коллективного намаза, то есть это прежде всего фарз, ау ли салати духа, или же
для совершения дополнительного намаза, который называется духа. Абу Умама, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто вышел из своего дома мутатаххиран, то есть самовением, очистившись, иля салатин мактубатин, для совершения предписанного намаза, то есть без джамагат намазна келябыз, мы приходим в дом Аллаха для того, чтобы совершать предписанный намаз. Фа'аджруху ка'аджрил хаджил мухрим. То его награда такая же, какую награду получит паломник, который находится в положении храма. То есть, когда человек идет совершать намаз в мечеть, как мы говорили, не у себя дома, да, а в дом Аллаха, то он получает награду, как будто он совершает хадж. Машаллах. То есть, как один брат говорил, по-моему, да, в какой-то мечети, написали: дорогие братья, у кого нет денег совершать хадж, мы предлагаем вам бесплатный хадж. Приходите на джумга, приходите на коллективный намаз. Так ведь? Хотя это не снимает, конечно, фарз, но, альхамдулилля, у нас есть шанс заработать столько аджра. А если это еще 3, 4, 5 раз в день, машаллах, это великая награда, это великая милость Аллаха. «Ваман хараджа иля тасбихи духа». И кто вышел из своего дома для того, чтобы совершить саляту духа, то есть духа совершается после восхода солнца, так ведь? До зухра. И он вышел только с этой целью, фа'аджруху ка'аджрил мухтамир. Он получит такую же награду, какую получает тот, кто совершает умру. То есть уже, если предписанный намаз фарз, то фарз хадж награда получает. Если дополнительный намаз, то за это получает награду уже дополнительного, то есть умры. И также этот хадис хасан, хороший, раваху Абу Дауд. Абу Дауд передал. Также другой хадис, тоже хасан, Табарани передает, также от Абу Умама, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман маша иля салатин мактубатин фил джамагати», кто пошел совершить предписанный намаз в джамагате, фахия кахаджа, то эта молитва предписанная, она будет стоить как хадж. То есть он получит за это аджр, как будто совершил хадж. «Ваман маша иля салати татауин», а кто пошел совершать с целью совершения дополнительной молитвой, фахия ка умратин нафиля, то это будет как дополнительная умра. Хадис хасан. Поэтому, альхамдулилля, вот, есть еще, наверное, вот, иншаллах, есть очень хорошая книга, «Как продлить жизнь» называется. Вот я сейчас думаю, там есть несколько книг перед джумга. Вот цикл мы продолжаем. У нас уроки сабра закончились, или сабр у нас закончился. Да? Но, альхамдулилля, почти полгода. Вот, там есть такая тема, машаллах, вот как раз он цифрами, этот шейх, он цифрами нам объясняет, что такое джамагат намаз. И вот сколько мы получаем. Не только 27 раз за каждый намаз, хадж, за каждый шаг. Так ведь? Про это мы с вами говорили. Он вот все там, прямо это как математика. Он там все рассчитал, все показал нам. Сколько мы же, любим считать. Так ведь? Поэтому иногда некоторые не умеют читать, но умеют считать. Поэтому он вот нам посчитал все. Сколько мы за это, иншаллах, по воле Аллаха. Аль-хаджуль мабрур. Хаджуль мабрур, то есть достойный хадж. Когда человек действительно совершил хадж, альхамдулилля, достойнейшим образом. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман хаджа лилляхи», кто совершил паломничество, хадж, лилляхи, для кого? Ради кого? Ради Аллаха. «Фалям ярфуth
валям яфсук раджага каяумин валадатху уммуху. И во время хаджа он ни с кем не ругался и не совершал никаких порочных дел, фиск, то есть не совершал порочных дел. Он вернется с этого хаджа, как будто только что родившимся от своей матери. То есть он вернется в состояние младенца. Иншаллах, все те грехи, которые он совершал, они обнулятся, и он, иншаллах, вернется очистившимся от грехов. Но у этого хаджа есть условия. Так ведь? У этого хаджа есть условия. Альхамдулилля, человек не должен во время хаджа сквернословить, а это очень нелегко, судя по нашему состоянию, особенно после Арафа, особенно после 12-часовой пробки в автобусе, когда сидим, да? Когда возвращаемся с Миной. Альхамдулилля, я как бы сам был свидетелем этого, когда совершал хадж. Надеюсь, что я не был из числа, надеюсь, только Аллах знает, да? Пусть Аллах простит нам все наши прегрешения, но когда вот все мы совершили, машаллах, все у нас хорошо, все мы стали хаджиями, да, как мы любим называть, когда по воле Аллаха у нас автобус встал на 12 часов. Это же все по воле Аллаха. Можно ругать и полицейских, там, арабов, да, можно там туроператоров, да, ну можно ругать, да, всех можно поносить, но мы все знаем, что абсолютно все происходит только по воле Аллаха. И вот Аллах Тааля остановил не только наш автобус, поэтому я думаю, и в других автобусах что-то было, так ведь? Мы остановились на 12 часов. Ну, первые 3-4 часа еще как-то, машаллах, все были терпеливы, терпели ради Аллаха. Потом многие просто распоясались. Просто вот все, что у них там было, да, оно вышло. Оно вышло, понимаете, наружу. И вот это признак того, принял ли Аллах у них это поклонение или нет. Вот поэтому, кто совершил хадж, да, ради довольства Аллаха, фалям ярфуд, и не сквернословил, никого не ругал, никого не бранил, ни с кем не ругался, да? Да, кто-то его задел, кто-то его ударил там во время тавафа, там что только, кто-то там ботинками или тапочками, да, прошелся по его ногам, да, кто-то ему там место не уступил, ну там миллионы людей, да, сотни тысяч, и вот, но несмотря на все это, фалям ярфуд, ни с кем не бранился, никого не сквернословил, валям ярфуд, и не совершал порочных дел. То есть это условие хаджа. Ты должен ради довольства Аллаха быть терпеливым. И, альхамдулилля, соблюдать нрав, который присущ мусульмане. И когда я слышал там от наших, машаллах, богобоязненных, в кавычках, братьев, такие слова, да, у них повылетали. Это же Аллах Тааля вытащил их нутро. Вот это 12 часов. 12 часов сидения в автобусе с кондиционером. Никто никого не убивал, никто никого не резал. А вы представьте себе, что из людей выйдет во время агонии смерти. Когда все вот эти, как говорится, все вот эти, все, что нас удерживает, да, там кому-то совестно, у кого-то там, ну, адаб такой, машаллах, да, во время агонии смерти там ничего не будет нас удерживать. И все, что там в нас, оно все выйдет наружу. Все выйдет наружу. Аллах сахласын. Вот еще агонии смерти не было. Там чего только мы не наслышались. Да? Поэтому не так просто совершить хадж, именно соблюдая эти условия. Но про это можно еще продолжать, про хадж, но некоторые хадисы мы уже с вами прочитали, они повторяются, но действительно за хадж, альхамдулилля, Аллах Тааля дает прощение, как будто
мы возвращаемся в наше младенчество. Это действительно великая награда за это. Пусть Аллах примет наши хаджи. Масхуль хаджариль асвад ва рукнуль ямани. Протирание, дотрагивание до черного камня и до аррукн аль-ямани, то есть йеменского угла. Про это, этого не было же еще, да? Нет? Ибн Умар, радиаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна масхаль хаджариль асвад ва рукн аль-ямани яхуттаниль хатая хатта». Воистину, дотрагивание, когда человек дотрагивается до черного камня и до йеменского угла, все это стирает его прегрешение хаттан, то есть стирает стиранием, как бы, ну, чтобы еще больше убедить нас, что вот это два дела, они стирают наши прегрешения. И имам Аль-Мунавви говорит, что здесь речь идет о наших маленьких прегрешениях. То есть, совершая какой-либо харам, кто-то там забрал у кого-то имущество, кто-то там, Аллах сохласно, убил кого-то, а потом пошел быстро, дотронулся, да, и все. Такого не бывает. Мы это должны понять. Но у нас очень много маленьких прегрешений, малых прегрешений, которые все время собираются у нас. Альхамдулилля, вот эти два дела, они служат причиной того, что Аллах простит нам грехи. Этот хадис достоверный, сборник имам Ахмада и от Тирмизи. Ну, здесь тоже нужно учесть очень важный момент, когда многие люди, они просто, может быть, видя черный камень, они забывают об этом. Многие забывают про правобратьев, которые находятся рядом и которые тоже жаждут дотронуться, да, или поцеловать камень. Там уже начинается кого-то локтем, кого-то кулаком, кого-то ногами, но когда я вот сам, был один случай, когда сам решил дойти, да, просто когда я понял, что мои стремления дотронуться до черного камня начали превращаться в гнев в адрес братьев, да, этот с Африки был, наверное, этот еще с какой-то страны, я их не знал, но у меня намерение, да, то намерение, с которым я начал свой путь, прокладывать в сторону Хаджар аль-Асвад, да, я понял, что у меня намерение явно поменялось. Потому что намерение ради Аллаха дотронуться до камня у меня превратился в гнев уже. Гнев. Я уже хотел этого толкнуть, того, какой-то худенький на меня полез, я же мог его одной рукой, да, я уже просто остановился, и ради Аллаха я пошел обратно. Потому что, желая совершить сунну, да, можно в такие грехи. Просто иногда видишь, там сестра одна, ну, уже как бы бабушка, не с нашей страны, я не думаю, что наши бабушки отстают в этом, да, она когда туда пошла, там не видит, ни мужиков не видит, никого не видит. Когда она выходила, на ней ни платка не было, ничего, но она была радостная, что сделала эту сумму. Ну, поэтому, дорогие братья, во всем есть мера, так? Совершая какую-то сунну и впасть уже в харам, это неправильно. Аль-иджтима аля зикриллях. И вот то же самое. Фалям ярфуз, фалям яфсук. То есть условие хаджа. Он не должен сквернословить ни о ком-либо или же не совершать порочные дела. Тогда, иншаллах, и без того, что ты поцелуешь черный камень, даже если не поцелуешь, Аллах простит тебе грехи, иншаллах. Аль-иджтима аля зикриллях. То есть следующая причина, то есть мы потихоньку начнем зикры, поминания Аллаха. Альхамдулилля. Когда люди собираются с намерением поминать Всевышнего Аллаха. Поминать Всевышнего Аллаха. И здесь вот хочется как бы пояснить, что некоторые братья думают, что вот если мы решили вспомнить Аллаха, да, делать зикр, то многие думают, ну как, например, там, как в Чечне, например, да, делают зикр, да, многие там так представляют, ну зикр, у нас такого не было никогда, так ведь, как, например, в Чечне, это у них свой тарихат, свой путь, мы про это сегодня не разговариваем, но
Но мы должны понимать, что зикр это когда ты поминаешь Аллаха. Вот сегодня мы, если будем говорить про Аллаха, это есть иштима. То есть мы собрались сюда не для того, чтобы там дунья делить, да? Вот там у Юсуфа много денег, да, пришло, и вот он сейчас с вами делит, или там у кого-то другого, да? Нет, мы сегодня дунья не делим. Мы не делим власть, да? Мы не делим власть. Мы гайбатом не занимаемся, иншаллах, да? Мы, альхамдулилля, мы собрались, чтобы поминать Аллаха. Не послушать Юсуфа, как один бабай говорит. Если Юсуф будет про Аллаха говорить, будем его слушать. А если не будет про Аллаха говорить, зачем он нам нужен? Говорит, альхамдулилля, я говорю, бабай, ты машаллах. Да, я говорю, ну кто-то там сказал, вот на вагаз Юсуф пришел, там он такой, ему говорят, он такой, ну что, про Аллаха будет говорить, будем его слушать. Про Аллаха не будет говорить, зачем он нам нужен? Говорит, я говорю, альхамдулилля, джазакаллах хайр. Ну, альхамдулилля, приземлил так очень мягко. Поэтому мы приходим, чтобы поминать Аллаха. Так ведь? И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, этот хадис нам передает Сахаль ибн аль-Ханзалия. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. الله أكبر. Когда один народ, одни люди собираются с намерением поминания Аллаха и расходятся, илля киля лахум, им обязательно скажется куму магфура лакум. Когда они будут вставать, им скажется вставайте магфура лакум, то есть ваши грехи прощены. То есть вы прощены, ваши грехи прощены. То есть Аллах Тааля, альхамдулилля, прощает этим людям их грехи. Этот хадис Хасан ибн Суфьяна и Табарани, имам Ахмад и так далее. И другой хадис от Абу Хурайра, ради Аллаху анху, но этот хадис многим знаком. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда какой-либо народ, какая-нибудь группа людей собирается фи бейтин мин буютилля, в доме из домов Всевышнего Аллаха, то есть в мечети, ятлуна китаб Аллах, если они будут читать книгу Аллаха, ваятадарасунаху байнахум, и будут учить книги Аллаха друг друга, илля назалат алейхимус сакина, то есть на них непременно не взойдет сакина, то есть успокоение, то есть их сердца, они будут успокаиваться. То есть это так же, как наши, например, тела, они голодны, мы идем куда-то кушать. Так ведь? Когда мы принимаем пищу, альхамдулилля, вот тот комфорт, который мы потеряли без пищи, мы находим. Так ведь? И то же самое, когда люди идут на такие собрания, где уроки, где люди читают Коран, учат друг друга, альхамдулилля, здесь уже наши души, наши сердца получают свою еду, а наши сердца тоже очень нуждаются в еде, потому что мы очень много внимания уделяем нашим телам, так ведь? Там 2-3 раза надо, нет, сейчас говорят, уже 5 раз надо в день кушать, так ведь? Альхамдулилля. Вот. Ну, врачи говорят, так говорят, что вот он 5 раз кушает, потом спрашивают, а что ты так 5 раз кушаешь? Вот врачи говорят же так. Да? И вот то же самое, когда мы идем поминать Аллаха, Аллах ниспосылает сакина, то есть успокоение. Вагашиятхумур рахма, и тогда покроет этих людей рахма, милость Аллаха. Вахаффатхумуль малаика, их окружат ангелы. То есть когда люди собираются поминать Аллаха, то на этот маджлис, на это собрание приходят ангелы. Ва закарахумуллаху фиман инда, и Аллах будет поминать имена этих рабов своих перед теми, кто находится ближе к его милости. То есть это перед ангелами. Этот хадис Абу Дауд передает, имам Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа, и также еще Муслим написано. Вот поэтому есть еще другой хадис, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, что есть у Аллаха ангелы,
которые летают по земле, это хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и смотрят, где же рабы Аллаха собираются, чтобы вспомнить о нем. Коран, урок, поминать Аллаха. Да? И когда кто-либо из ангелов находит это собрание, да, они, машаллах, собрались не дунья обсуждать, не дунья делить, не кого-то обсуждать. Так ведь? Они поминают Аллаха. И тогда этот ангел, он начинает других приглашать. Сюда, сюда, все здесь. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что собирается на этот маджлис столько ангелов, что они закрывают расстояние между землей и небом. То есть их очень много. И тогда Всевышний Аллах, он обращается к этим ангелам и спрашивает, о ком они говорят, кого они вспоминают. И Аллах Тааля спрашивает, хотя он знает, он все знает, да? И ангелы скажут: о Аллах, они поминают тебя, они о тебе говорят. И тогда Аллах спросит у них: а разве они меня видели? Почему они говорят обо мне? Почему они восхваляют меня? Разве кто-нибудь из них видел меня? То есть никто Аллаха не видел. Но мы верим в Него, мы любим Аллаха. Мы страшимся Его, мы живем ради Него, мы дышим ради Него. Так ведь? Альхамдулилля. Мы оставляем грехи ради Него. И Аллах спрашивает: а разве они меня видели? И тогда ангел отвечает: о Аллах, никто тебя не видел. И Аллах тогда спросит: а если бы они видели меня? Как бы они меня восхваляли? Что бы они говорили, если бы они видели меня, если бы кто-нибудь из них увидел Аллаха? И тогда ангел скажет: о Аллах, они бы больше тебя восхваляли. Они больше восхваляли бы тебя. И тогда Аллах спрашивает у ангелов: а что они у меня просят? Что они у меня просят? Есть у них какие-то просьбы? Да? Тогда ангел говорит: о Аллах, они просят у тебя рая. Они просят, чтобы ты одарил их раем, чтобы ты их ввел в райские сады. И тогда Аллах спрашивает ангела: а разве они видели рай? Никто не видел рая. Братья, кто-нибудь видел рай? Да? Нет. Тот рай, который приготовен для богобоязненных, никто из нас не видел. Никто из нас там не был. Так ведь? И тогда Аллах Тааля спросит у этого ангела: а если бы они увидели этот рай? Вот что бы с ними случилось, если бы они своими глазами видели этот рай? Да? Вспомните хадис, когда Джибраиль увидел рай. Каким он был? Машаллах. И вспомните хадис, тот же хадис продолжение, когда он увидел ад. Поэтому Аллах спросил: а если бы они видели рай? Тогда ангел отвечает: о Аллах, если бы они своими глазами увидели рай, они бы больше просили и больше, рвались бы туда. Больше старались бы, проявляли усердие, чтобы оказаться в раю. И тогда Аллах спросит: а от чего они просят у меня защиты? От чего они просят у меня защиты? И тогда ангел скажет: о Аллах, они просят, чтобы ты защитил их от ада, джаханнама. И Аллах спросит ангела: а разве они видели ад? Кто-нибудь видел ад? Нет, но мы боимся ада. Как будто мы сами видели, так ведь? И Аллах Тааля говорит ангелу: а если бы они видели ад, что бы они делали? И ангел говорит: о Аллах, если бы они видели ад, то они больше бы просили у тебя защиты от ада и больше бы сделали все, чтобы только не попасть туда, то есть сторониться ада. И тогда Всевышний Аллах призовет всех своих ангелов, чтобы они были свидетелями следующих его слов. То есть прежде чем сказать вот эти слова, Аллах Тааля говорит: будьте вы свидетелями моим словам. Хотя вакафа билляхи шахида, Аллаха достаточно быть свидетелем, да? Но Он призывает ангелов, чтобы они слышали и были свидетелями этим словам Аллаха. Аллах говорит: я простил аль-джуляса. То есть это те, которые сидят, поминая меня. Они пришли ко мне в гости, да? Я простил им грехи. Я простил им грехи. Все, их грехи прощены. И тогда ангел один говорит: о Аллах, не надо спешить, да, вот в таком значении. О Аллах, так там же есть один человек, который пришел не поминать тебя,
А кого-то встретить, у него какие-то мирские были дела, может быть, там подумал, он мне денег должен, я, наверное, пойду сейчас в мечеть посижу, я его увижу обязательно, да? У него, то есть, мирские были цели. Он пришел не поминать Аллаха, не просить у него рая, не просить защиты от ада. Он просто пришел, ангел это видит и говорит: о, Аллах, так там же есть один человек, который пришел с мирскими целями, да? И тогда Аллах как ему отвечает? Аль-джуляса. То есть те, которые сидят в моем маджлисе, в моем собрании, ла яшхаби бихим джалисухум абадан. И тот, кто с ними сидит, он не останется несчастным. То есть и я и его простил. Поэтому, альхамдулилля, когда мы собираемся, да, альхамдулилля, мы поминаем Аллаха, мы получаем огромную пользу, мы оживляем зикром наши сердца. Машаллах, мы укрепляем наше братство. Так ведь? Потому что как вот надо укреплять братство? Когда мы встречаемся вместе, да, альхамдулилля. И, альхамдулилля, Аллах покрывает нас милостью. Аллах Тааля отправляет к нам ангелов. Аллах дает наши сердца успокоение, и Аллах Тааля прощает нам наши грехи. И таких хадисов вот очень много, очень много. Вот другой хадис, короткий хадис, короткий. Здесь немножко как бы добавляется. Сахаль ибн Хандаля, посланник, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть то же самое, если одна группа людей приходит поминать Всевышнего Аллаха, фаякумун, и встают после завершения собрания, и им скажется: «Куму, кад гафараллаху лакум дунубакум», вставайте, Аллах уже простил вам ваши грехи, «Ва буддилят сайяатикум хасанат», и ваши прегрешения, они заменены благодеяниями. То есть Аллах заменил ваши грехи на что? На благодеяние. Поэтому, альхамдулилля, это милость Всевышнего Аллаха. И дальше у нас уже идет зикры. Идет зикры. Еще одну причину прочитаю, да? Не заснули там сзади? Я специально голос не повышаю, чтобы братьям не мешать после работы. Тасбих. Тасбих, то есть это тасбих, значит слова восхваления Аллаха, когда мы говорим «Субханаллах». Следующая причина, когда человек говорит вот эти не длинные, не трудные слова, но альхамдулилля, как говорится в другом хадисе, калиматан хафифатани галя лисани, thaqилатани фил мизани, хабибатани иля рахмани. В хадисе говорится, что эти два слова, они очень легки для языка, они не трудно их выучить и говорить, да? но они очень тяжелы на весах. И хабибатани иля рахмани, и Аллах любит эти слова. И вот это слова субханаллахи ва бихамди. Субханаллахи ва бихамди. И второе слово субханаллахи аль-азим. Вот здесь идет хадис про субханаллахи ва бихамдихи. Просто даже половина этого слова. Субханаллахи, то есть пречист Аллах от всех недостатков, ва бихамдихи, то есть и вся хвала Ему. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто скажет в день 100 раз Субханаллахи ва бихамдихи, пречист Аллах и вся восхваление Ему, хуттат хатая, сотрутся, простятся ему его прегрешения, ва инкана матхаля забадиль бахр, даже если эти прегрешения будут как морская пена. То есть как будет столько, сколько пены в море, Аллах Тааля простит ему их грехи. Поэтому субханаллахи ва бихамдихи можем даже просто так, не после намаза, а в день один раз. И этот хадис в сборнике Бухари и Муслим, можем не продолжать, да? И в другом риваяте говорится этого хадиса: «Ман каля хайна юмси ва хайна юсбиху». Кто будет говорить, когда достигнет вечера и когда достигнет утра. То есть утром и вечером. Субханаллахи ва бихамди. Субханаллахи ва бихамдихи. Можно еще вторую половину. Субханаллахи ва бихамдихи ва субханаллахи аль-азим. Вот альхамдулилля. Но, дорогие братья, мы завершили прошлый урок такими словами, что качество
прежде всего, то есть количество нужно превращать в качество, поэтому, когда мы будем говорить эти все слова, субханаллахи ва бихамдихи, да, субханаллахи азим, вот следующий урок, ля иляха илляллах, валлаху акбар, ва ля хауля ва ля куввата илля билля, здесь мы должны обязательно понимать, о чем мы говорим, Просто теребить воздух, да, какими-то словами, которые, может быть, рифму, да, может быть, нравится нам, может быть, мелодия нравится, да, но не будем понимать, о чем мы говорим, да, потому что субхану — это тасбих, когда твое сердце понимает, что Аллах пречист от недостатков, ни в своих именах, ни в Его именах, ни в Его атрибутах, ни в Его делах никаких недостатков быть не может, потому что Аллах пречист от всех недостатков. Вабихамдихи, и вся хвала Ему. Поэтому, когда будете говорить, обязательно понимайте смысл этих слов. Субханакаллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Да вас благодарит Аллах каждого из нас и простит нам наши грехи. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.